Уборочная кампания только началась, а значит и начинается горячая пора для тех, кто осуществляет мониторинг зерна, который в этом году, кстати, впервые поставили на поток. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Ришат Кутлиматов, заместитель директора башкирского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института здоровья животных. Ришат Фаритович, здравствуйте. Здравствуйте. Я уже сказала о том, что уборочная кампания только началась. По сути, районы только-только приступили к уборке. Однако у вас уже появилась работа, и, насколько я понимаю, результаты именно обрабатываемое зерно будет поступать к вам для исследования. Да, конечно. Согласно приказу Минсельхоза Российской Федерации, подписанной первым заместителем министра Разиным Андреем, в этом году объектом мониторинга будет урожай 2024 года для пшеницы, твердых, мягких сортов пшеницы. И в связи с этим наш федеральный центр, который осуществляет мониторинг зерна, поручено правительством и приказом Минсельхоза именно провести мониторинг зерна поручено ФГБУ в НИЗЖ. Вот башкирская, а на территории Республики Башкортостан будет осуществлять эту работу наш филиал, башкирский филиал. И в связи с этим у нас подобрано уже штат и расширена аккредитация по потребительским свойствам зерна, чтобы проверить качество, безопасность, производимой в нашем регионе зерно. Ришат Фаритович, но уже же вот первые исследования проходили, я правильно понимаю? Или еще нет? Практически работа только начинается. Вот буквально неделю тому назад стартовала уборочная кампания. Вот сейчас только поступило порядка 10-15 проб. Это Туймазинский, Шикмагурский, Мелюзовские районы. Расскажите именно о мониторинге зерна, и я так понимаю, что это обязательная процедура для аграриев нашей республики, для аграриев России, и насколько она оплачиваема она или нет? Цель мониторинга – это обеспечение прослеживаемости и формирование партии зерна. Это мероприятие будет производиться за счет государства на бесплатной основе. Нам доведен план отбора образцов 3860 образцов, и мы должны исследовать 58 960 исследований. Но каждый образец в среднем исследуется на 15 показателей. Это качество, безопасность, засоренность, загрязненность и так далее. И это обязательная процедура, которую нужно проходить практически всем хозяйствам? Это обязательная процедура. У нас на территории республики порядка 2000 сельхозпроизводителей, именно занимающихся выращиванием зерна. Вот эти все производители мы должны объехать, отобрать пробы и исследовать. И после исследования, протоколы исследования, которые будем уже на основании исследования, мы будем вносить именно в Федеральную государственную информационную систему ФГИС зерно. Первое, сегодня сельхозпроизводитель, как начал уборку, обязательно вносит свою информацию, что вот сегодня он окончил уборку, партия зерна, может она быть от 100 до 500 тонн. И после сельхозпроизводитель уведомляет нашу лабораторию, наших сотрудников, которые уже мы разослали все информации, именно вот доступная телефон, электронная почта, в уведомительном характере. И после получения уведомления наши сотрудники выезжают на данное хозяйство, отбирают пробы, формированием именно дата отбора проб, место отбора проб, и привозят в лабораторию. Лаборатория исследует. После исследования потребительских свойств, которые вот я говорил выше, 15 показателей, мы вносим в эту систему ФГИС зерно. Какое хозяйство, с какого района,
в каком объеме данное зерно выращено и какие показатели для обеспечения прослеживаемости и формирования партии зерна. Сколько показателей исследуется при именно анализе свойств зерна пшеницы? 15 показателей в основном. Может быть, самые важные? Самое важное – это физико-химические свойства, это самые элементарные показатели. Загрязненность, засоренность и остаточное количество пестицидов, агрохимикатов. Вот пестициды и агрохимикаты – это, наверное, вот самые важные показатели для такого обывателя, как я, которому важно понимать, вот, есть ли они, содержатся ли в этом продукте. Вот эти результаты, которые будут в общем и целом затем сведены, может быть, в общую какую-то картину, что потом будет, вот, когда мы будем подводить итог уборочной кампании? После выполнения вот этих всех мероприятий, мониторинг зерна, делается анализ, какого качества действительно на территории республики выращивается данное зерно, какие параметры соответствуют или не соответствуют, потому что какие-то допустимые параметры это есть, это будет, потому что по нулям никак не может быть, но они в пределах нормы или не нормы, вот это уже будем анализировать. Это чуть уже позже, после окончания вот этих уборочных работ. Ришат Фаритович, а в принципе вот именно зерно в Башкортостане какого качества? Понятно, что здесь, наверное, и климатические какие-то нормы, да, влияют. Я имею в виду, что мы не все виды пшеницы, может быть, можем выращивать. Вот какое, в принципе, у нас зерно в Башкортостане? В принципе, зерно у нас пока идет 3, 4, 5 класс. 5 класс это для кормовых целей, 3, 4 для продовольственных целей. Если так чуть-чуть отойти статистику, в прошлом году мы экспортировали порядки выше 500 тысяч тонн зерна в различные страны мира, порядка 40 стран мира мы экспортировали в наш регион. И зерно по качественным показателям, по требованиям импортера, она соответствовала. Потому что любой импортер предъявляет свои требования, что зерно такого-то, такие показатели должны быть. И на такие показатели она должна исследоваться. И все исследования перед экспортом, также это наша лаборатория производит, те параметры, которые предъявлял импортер, соответствовало. Возврата не было. Вот предполагается ли, в какие страны в этом году будет экспортировано зерно из Башкортостана? Ну, в основном у нас сейчас большой игрок на рынке – это Китай, Иран. Сейчас уже южные африканские страны начали. Сербия, Иран, да. Также Турция то же самое. Ну, порядка 40 стран я озвучил. По прогнозам, увеличится ли именно вывоз зерна в этом году? Это будем исходить от урожайности, от объема нынешнего года. Именно вот в прошлом году у нас было 3 миллиона 204 тысяч тонн. В этом году может и больше может быть. Урожай практически есть. Сейчас только надо ждать будем благоприятные погодные условия и убрать. Если уберем, я думаю, урожай будет. То есть, по вашим прогнозам, в этом году урожай может быть больше, чем в прошлом году? Да. Потому что мы буквально уже дни поля проходил именно в Нуриманском районе, демонстрировали поля аграрии. По урожайности действительно хорошие. И вот стартованная вот эта уборка тоже показывает с гектара пока 34 центнера. Это средний показатель или выше среднего? Это чуть выше среднего, чем прошлый год выше. Но это пока первые, пока рано, конечно, говорить такой урожайности. Я думаю, все равно будет
больше 20-25 в среднем по республике. Ришат Фаритович, а были такие случаи, когда вот именно зерно не проходило сертификацию, вот, ну, не могли вы его пропустить для того, чтобы дальше оно пошло там, на экспорт, к примеру? Ну, если зерно, там есть наличие карантинных объектов, мы также наша служба вот эти на карантинные объекты и карантинные организмы, у нас есть обеззараживание, фумигация это называется. После фумигации она уже начинает проходить, соответствовать тем требованиям, которые, если есть даже какая-то зараженность. А такие именно карантинные объекты у нас в республике есть, конечно, несколько регионов, которые не допускается экспортировать. Это горчак ползущий, амброзия, повелика, амброзия двухраздельная, трехраздельная. Такие виды карантинных сорняков есть. Вот это недопустимо. Это уже мы смотрим, это Россельхознадзор под контролем на тех районах, где наложены карантинные зоны. Оттуда мы стараемся уже не экспортировать, она уже не проходит. А аграрии Башкортостана в целом уже воспринимают необходимость, приняли необходимость именно мониторинга зерна, потому что, насколько я понимаю, что это не так давно практикуется. Это согласно приказа Минсельхоза Российской Федерации. Она уже приказ есть приказ и постановление правительства объявлен именно госмониторинг зерна в 2024 году именно в отношении твердых, мягких сортов пшеницы. Это уже аграрии, как сказать... Это уже оспорить нельзя. Не оспаривается. Это решение правительства, решение Минсельхоза России. Но в одном единственном случае, я так понимаю, не нужно проходить мониторинг зерна, если используют исключительно в своих целях. Да, если в своих целях, если он именно, вот, например, фермер, он кормит свой скот для личного потребления, тогда таких... Также мониторинг мы будем проводить, она уже бесплатно проводится, а именно сертификация, декларирование может и нет ему необходимости для внутреннего потребления. Ришат Фаритович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали об этой процедуре мониторинга зерна. Нам будет с вами еще интересно, я думаю, встретиться еще в конце уборочной кампании для того, чтобы узнать, какой мы получили урожай на выходе, каковы результаты. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью», и сегодня в гостях у нас был Ришат Кутлиматов, это заместитель директора башкирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института здоровья животных. Спасибо, что были с нами.